О любом человеке, о его делах обычно судят по происшествии определенного времени. Люди дают человеку самую объективную оценку. Это касается не только друзей и товарищей, родных и близких, но главным образом это относится к лицам, занимавшим в свое время руководящие должности, имевшие влияние и вес в общественной жизни. По сути, все люди одинаковы в отношении к природе, к вечности. Природа и окружающая среда по своим неведомым критериям выводят из общей среды наиболее способных и талантливых. Каждый человек по-своему одарен в той или иной области жизни. Причем одаренность вовсе не зависит от уровня его образованности. Можно быть неграмотным, но иметь богатейшую внутреннюю культуру. Такими были многие наши древние сородичи, которые своей природной мудростью творили путь идущим вослед многим поколениям северных этносов. Впоследствии, в XX веке, появилось поколение новых северян, образованных, мужественных и всесторонне развитых. Оно родилось под лучами золотого солнца, под которым подразумевалась Великая Октябрьская социалистическая революция. Всеохватывающая культурная революция на Крайнем Севере погнала вековую отсталость и беспросветность. Грамота прочно вошла в жизнь северных народов. В те незабываемые годы на Крайнем Севере царил огромный моральный и духовный подъем северян. Каждое поколение выдвигало на большую жизнь своих наиболее ярких представителей. Мы считаем своим долгом поведать оленёкцам, новому поколению, об одном из оленёкских родов – род Григорьевых. Это удивительная семья во всех отношениях. Судьбе было угодно, чтобы дети Афанасия Петровича Григорьева родились в новую эпоху после блистательной победы народной революции. Үтүө буолан ытык мааны өлөөмүт дьоно сэргэте, ааспыт үйө туту сылларыгар көс олохтоо хотуга аҕыйа ахсааннаах омуктары бөлөхтөтөн олохсутуу саҕаламмыта. Тыһынчы 936 сыллаакка олохтоох сэбиттэр бубардара болбуттара, өлөн кочевой сэбиттери тэриллибиттерэ. Халлаан куяара уһуга суох, ол курдук киһи олоҕо эмиэ киһиттин киһи төрөөн уһаан, силистен силистардынан мутуктанан лабааланан олох уһуга суох салҕанар, ийэ аҕа уһа быстыбакка тиниэр. Ытык өлөөн дойдутун сайдыытыгар дьоһун кылааты киллэрбит киргиилиэптэр аҕа устарын баһылыга Афанасий Петрович Григорьев буолар. Афанасий Петрович өлөөн нэһилиэгин кочевой сэбиэтин председателя, саха сэрин советтарын тохсус соһол ыҥырыылаах сиэһин делегата, кэргэни Степанида Афанасьевна, өлөөн районун терьер комитетын чилээне, холбо сэргээн тирилтэ маҥнайгы конференциятын делегата. Григорьевтар алта оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. Маҥнайгы күтүүлээх оҕоллара Денис Афанасьевич Григорьев 5 ыйын түөт күнүгэр тыһынчы 900 сүрбөтүөт сыллаахха күн сирин көрбүтэ. Кини тыынча 930 сыллааққа өлән орто осколатын амаңнагынан битербите, онтон кини Жокускайдагы педагогической училищаны битерен баран өлән орто осколатыгар учуталанан аланмыта. Тыынча 942-405 сылларга хамай ағадойду серитин сылларгар өлән комсомолун райкомун 210 бастакы секретаринен үлеләбите. Кинилер бултаан, саһааннаан, таба ититир үлелээн, оборону туһатыгар бүйөһөн тыһынчы солкобай бербиттерэ. Ол харчыны бүлүү избиркасытыгар Денис Афанасьевич туттарбыт квитанцияты музейга уурулан хараллан экспонат болан турар. Кини үлэтин советское правительство үрдүктүк сыналаабыта. Сталин мактал сыруга келбите. Комсомол гын комитетин почетный наградаламмыта. Денис Афанасьевич кенники Свердловскайдагы метеорологический осколаны тыһынчы 959 сыллаахха битербите. Гидрометеоролог быһытынан инебин кытта Кристина Андреевналын Ирак эйик участогар ананан барбыттыра. Кини туһунан ол туһунан кини маннык кепсирете. Инем Кристина Андреевна ветеринарная фельдшерынан эйикка анаммыта. Оны папа кинини кытта басарыгар табаннан аяннан тибиттере. Агам
я фотографияннан катысканнан түйериннен хүрдәгін үлүхүйбүтэ. Ол ихинда болу менете бастакы хыллар ырым туһунан элбахпагайы катыскалардакпын. Агам Денис Афанасьевич Григорьев өлөңөт бар хуак фотограф этем. Кини түйербет катыскалара белиңе дылы өлөн ылларыгар элбак катыска сохранист болан бу семейный альбом боланнар кинеде болдун бу өлөн жоннорун тустарынан кепсир бейте туспа история болар. Денис Афанасьевич Христина Андреевналын сүрәхтерен хүсүбәләһен, карактарынын хайкахан ыал болан, кыстаах олга күн сирин көрдөрөн ие ага болбуттара. Улахан кыз Наталья, ол Александр ден сүрәхтәмиттәре. Наталья Денисовна 1996 сыллаха күн сирин көрбүтэ. Осколага үйренер сылларыгар активнай сыты хоту кыхы Павлик Морозов атны пионерской дружины председателинен талбыттара. 1906 сыллаха артык лагарга сынянар ческедик сибите. 1907 сыллаха бүтүн союздагы комсомол кетер кирбите. 1907 сыллаха өлөн орто сколатын стихилактык үйренен битербите. Аскола производства вуз ден ыңырынын өлөөннөөгө кинемит библиотекага үлелие халбыта. Оннон библиотекар эдетин сөбүлән 1975 сыллаха Надежда Крупская атынан Ленинградтагы культура институтугар библиотекар эдетигер үйрене киирер. 1979 сыллаха үрдүк үйрәгә битерен төрөбө дөйдүгөр культура салатыгар методигинин үлетин салгаабыта. 2006-2010 сылларга өлөн нехилеген бахылгын сылбыячынын үтө собастаактык үлелээ бите. 2010 сылтан өлөн Эбенки национальный районун жалтатын опсы эддылын салаячытынын күн бүгүнгөр дери үлелир. Наталья Денисовна Григорий Алексеевичтин жүрөктерин сөбүлэһэн, карактарынын хайгахан 1912 сыллака ыгыл болун үс окого күн сирин көрдөрбүттере. Улахан кыз Татьяна өлөн ортосколдун үрүн күмүс медалиха, кергеннях 2 голох, Жукускай корако олорор үлелир, Виктори клиник ымырты үдерилдетин директора. Улахан ол Денис Тыхайстватын институтун битерен өлөн нехилеген землестроителин үлелээ бите. Кыра ол Николай өлөн нехилеген жахалтатын специалиха, кергеннях 2 голох. Афанасий Петрович Григорьев, кыра ола Владимир Афанасьевич. Пергов атынан Москватага 2 медицинский институту битербите. Республикага биллер бирас болбута. Россиятагы Народный медицина ассоциациятын члене. Биллилях сүрüяччыта Сафрон Данилов этен турардах. Аспыта ақсыбат Аня ақтыбат народ анныгыта да, индикита да чечас болар ден. Народ историята төһөнүн былыргы, соччонун мындыр, модун болар дейчилер. Күндү өлөн дөйдөтүн эдер ыччата. Инники көлөнүн жоммут оларан аспытын, бэйби төрдүбүтүн, силиспитин үретиягын ден ыңырабыт. Күндү өлөмүн жоно сергете, мичәлере аргыстаах, үрі үктелләэх, үтө маны болуң. Ахыныга сайыларбыт алгыс тылын этеннер арчылаатыннар, көмүскәннер олоқпутун тепчеттиннер. Род Григорьевых родом из Оленёкской тундры. Детство, отрочество и юность прошли, как у всех его сверстников, под манящие звуки пионерского горна, барабана и в горниле романтических комсомольских будней. В школе учился с исключительной прилежностью, серьезно готовясь к будущей самостоятельной жизни. И многое ему удалось осуществить из своих юношеских планов и мечты. Христофор Афанасьевич рано связал свою судьбу партией великого Ленина. Партийная жизнь, многолетняя добросовестная работа в партийных организациях закалила его. В 1966 году он был выдвинут на ответственную должность второго секретаря Оленёкского райкома КПСС. Вся пропагандистская, идеологическая, идейно-воспитательная работа в трудовых коллективах, общеобразовательных школах, больницах и оленеводческих бригадах стала его повседневной работой. Ему такая работа не была в тягость, поскольку он любил и умел работать с людьми. К тому же всех своих земляков и сородичей знал в лицо. Вскоре по рекомендации бюро Якутского обкома КПСС
коммунисты Оленёкского района избрали Христофора Афанасьевича Григорьева первым секретарем райкома партии. Именно в годы, когда Христофор Афанасьевич Григорьев работал первым руководителем района, оленеводство получило свое наивысшее развитие. Кто-то сегодня может не поверить, когда мы с гордостью рассказываем о том, что в те годы в Оленёкском районе насчитывалось свыше 33 тысяч голов оленей. На высоком уровне была поставлена работа среди оленеводов, которые реально знали поддержку и заботу со стороны райкома и райисполкома. Труд оленевода стал самым престижным. Не случайно Оленёкский район многократно становился победителем всесоюзных и всероссийских социалистических соревнований и награждался переходящим красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров Российской Федерации, ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюза работников сельского хозяйства Российской Федерации. И все это теперь в прошлом. Но оно незабываемо, осталось как недосягаемая высота. Люди трудились по-ударному, радовались и гордились своим трудом. Была у них твердая вера в завтрашний день. Это было время героических свершений, волнующего трудового энтузиазма северян. Христофор Афанасьевич был душой и организатором невиданного подъема оленеводства. Можно смело назвать то время временем звездного периода коммуниста Христофора Афанасьевича Григорьева. Своей скромностью, трудолюбием, заботой о людях Христофор Афанасьевич снискал искреннее уважение жителей всего района, общественности и республики. С особым уважением относились к истории Якутской областной партийной организации, к нашему славному советскому прошлому. Коммунисты умели открыто говорить о своих ошибках и просчетах. Явный просчет был допущен в отношении товарища Григорьева Христофора Афанасьевича. В те годы товарищ Григорьев, пожалуй, был единственным представителем народностей Севера, выросшим до первого секретаря райкома партии. На этой высокой должности он работал в течение почти 13 лет. В конце концов, с Григорьевым обошлись не совсем корректно. Вызвали в обком партии и без обиняков заявили, что ему по собственной просьбе уйти с должности первого секретаря райкома КПСС. Без его участия состоялось бюро обкома партии КПСС, где было принято решение об освобождении с работы Христофора Афанасьевича Григорьева. Он изъявил желание принять участие на пленуме Оленёкского райкома партии, но ему не разрешили его вывести из состава райкома. Григорьев был на приеме у первого секретаря обкома КПСС Гаврила Черяева, который сказал, что после освобождения от должности будет направлен на ответственную советскую работу. Только натолкнувшись на принципиальность Григорьева, обком партии направил его на работу в аппарат Совета министров Якутской АССР. Поначалу он был назначен инструктором отдела по делам народностей Севера. Вскоре был утвержден заведующим этого же отдела. Возможно, Христофору Афанасьевичу хотелось оставаться на партийной работе, но его назначение в отдел Совмина и последующая работа пошли только на пользу народам Севера. Все-таки значительно расширился круг его обязанностей. Ему предстояло основательно заняться вопросами социально-экономического развития районов Севера и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. В советской кадровой иерархии партийный работник стоял на порядок выше, чем советский. Тем не менее, Христофор Афанасьевич принес много пользы всему Северу, находясь на должности заведующего отделом Севера Совета министров Якутской АССР. Во-первых, как финансист, по первоначальной профессии он был очень компетентен в вопросах финансирования народного хозяйства Севера.
Во-вторых, под его непосредственным контролем находились вопросы развития традиционных отраслей Севера, совершенствования инфраструктуры северных районов, вопросы подготовки специалистов для Крайнего Севера. Работа активизировалась по всем направлениям Севера. Как вспоминает Андрей Васильевич Кривошапкин, «Я горжусь тем, что работал в отделе по делам народностей под непосредственным руководством Христофора Афанасьевича. Работать с ним было легко и просто. Он относился ко мне с большим тактом и весьма уважительно. Даже казалось, что он видел во мне своего сородича. Мы много общались, у него я научился многому, считаю его своим истинным наставником». Христофор Афанасьевич, по сути дела, является крестным отцом всех северян. Именно он стоял у истоков создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии. Им была проведена многоплановая работа по подготовку учредительному съезду коренных малочисленных народов Севера. Сам съезд состоялся 13 декабря 1989 года. Этот день является днем создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии. Христофор Афанасьевич был избран первым ответственным секретарем Ассоциации народов Севера Якутии. На этой ответственной общественной должности он проработал в течение ряда лет с полной отдачей. Его большой опыт партийно-советской работы и несомненный талант организатора значительно помогли быстрому становлению и организационному укреплению Ассоциации малочисленных народов Севера. Христофор Афанасьевич был прекрасным семьянином. С любимой супругой Прасковьей Михайловной прожили рука об руку ровно 30 лет. Воспитали сына Сашу, которого не стало очень рано при трагических обстоятельствах, и единственную дочь, внуков и правнуков. Христофор Афанасьевич Григорьев был координатором и членом Союза старейшин народов Севера. Коллеги всегда чувствовали его надежное, крепкое плечо. Он, Христофор Афанасьевич Григорьев, в памяти земляков и якутян навеки останется выдающимся организатором, энергичным руководителем, признанным общественным и государственным деятелем. Народы Севера поистине гордились им, учились на его живом притягательном примере. Его неиссякаемый оптимизм и твердая вера в будущее родной республики будут и впредь вызывать чувство признательности общепризнанному лидеру и самородку эвенкийского народа Христофору Афанасьевичу Григорьеву.